На каждого из мусульманской уммы, на каждого из вас приходится по 999 из числа Яджудж и Маджудж. Мы убили обитателей земли. Теперь давайте убьем обитателей небес. Они имели в виду ангелов. И они возьмут свои стрелы и начнут запускать их в небо. Всемогущий Аллах вернет им их стрелы со следами крови. Они скажут: «Мы убили небесный народ. Теперь мы правители на земле». The Merciful Servant и Мирадио представляют Яджудж и Маджудж. Итак, народы Яджудж и Маджудж. Странное выражение. Фактически это два слова. Яджудж одно и Маджудж другое. И когда мы произносим эти слова на арабском, для араба слова Яджудж и Маджудж звучат очень резко и грубо. Оба они происходят от одного корня, слова «уджаж», означающего «быть сухим», сухим и жестким. Они также связаны со словом «аль-адж», означающим «быстрое наступление врага», когда враг быстро подступает и внезапно атакует. Поэтому эти Яджудж и Маджудж сухие и жесткие по своей природе, и когда они объявятся, они сделают это так быстро, что мы не сможем выдержать это наступление, нам придется бежать от них. Вот что говорят ученые о значении этих слов. Яджудж — это племя, а Маджудж — другое племя, но они связаны. И это реальные человеческие существа. Яджудж и Маджудж — это люди, они на самом деле существуют на земле. Они существовали во времена Мусы, алейхиссалям, в эпоху великого царя по имени Зулькарнайн. Кто-нибудь слышал о Зулькарнайне? Зулькарнайн — двурогий человек. Его так прозвали, потому что он носил шапку, на которой было два рога. Зулькарнайн был очень могущественным царем, и он поклонялся Аллаху. Праведный, справедливый царь-мусульманин, один из лучших, когда-либо живших на земле. У него было столько власти, столько влияния, что его царство распространилось почти на весь мир. Я говорю «почти», потому что были такие уголки, куда цивилизация еще не дошла, как и сегодня. Но как бы там ни было, куда бы ни дошла тогда культура, там была власть Зулькарнайна, до самых окраин цивилизованного мира. Аллах Субхану ва Тааля говорит о Зулькарнайне в суре Аль-Кахф. Он добрался до очень отдаленного места на земле. Он ездил по всему свету и смотрел, не притесняют ли где-то кого-то, кто делает хорошие вещи, чтобы наградить их. Он устанавливал справедливость среди людей, лично передвигался со своей армией, осматривая все свои земли. Он путешествовал по миру, устанавливая справедливость и восхваляя Аллаха Субхану ва Тааля, куда бы ни пошел. Аллах описывает одно из его путешествий. Однажды он отправился в путь, чтобы восстановить справедливость. И когда он добрался, Аллах говорит в Коране: когда он добрался до места, где заходило солнце, он увидел, как оно садится в мрачный водоем, в темную воду. Он обнаружил, что солнце садилось, и есть два прочтения. Первое означает «в мутную воду», и второй вариант «в кипящую воду». Оба толкования правильны. Это было странное, необычное озеро. Оно было очень мутным и горячим. Некоторые предположили, что это была лава или что-то в этом роде. Аллах знает лучше. Это было что-то отличное от обычной воды. И они обнаружили там группу людей. И не было больше земли дальше того места, до которого он добрался. То есть Зулькарнайн достиг самых отдаленных мест. Там уже не было никакой цивилизации. Вот о чем говорится в том аяте. Он обнаружил там проход между двумя горами. И он также обнаружил там группу людей, которые не смогли с ним говорить. То есть они были отрезаны от цивилизации. Он нашел там людей, которые с трудом могли понять обычную речь, с очень примитивной системой общения. Аллах указывает на то, что Зулькарнайн добрался до очень далекой земли, которая была отрезана от всех цивилизаций, от контактов с другими народами.
Они даже не могли общаться. Это была наивысшая степень изолированности от других цивилизаций. Между собой они общались по-другому, не используя речь. Каждый так может использовать простые знаки, жесты, звуки и тому подобное. Итак, они сказали Зулькарнайну: «Яджудж и Маджудж приносят много зла на нашу землю». То есть племена Яджудж и Маджудж взаимодействовали друг с другом. Яджудж и Маджудж несут зло. Они грабят и убивают нас. Они насилуют, причиняют ущерб. Они причиняют земле много зла. Пожалуйста, ты можешь нам помочь? Яджудж и Маджудж. Они портят землю. Давайте проанализируем. Эти люди пожаловались Зулькарнайну. Люди с очень примитивным образом жизни и языком. Зулькарнайн достиг границ мира, таких далеких от цивилизации, и они попытались рассказать ему про другую цивилизацию, которая была даже хуже, чем у них, и еще примитивнее, и еще более отсталая, чем те люди, которых он встретил. Если мы вам заплатим, вы такой могущественный правитель, с такой огромной армией, представитель более развитой цивилизации, и вы, кажется, хороший человек, вы так добры к нам. Возьмите эти деньги и защитите нас от Яджудж и Маджудж. Вы можете построить стену между нами. Они проходят через эту долину. Возведите стену, преграду между нами, чтобы они не смогли к нам прийти, чтобы отрезать их от мира. Зулькарнайн ответил: «Что бы ни дал мне Аллах, это лучше, чем ваши деньги. Мне не нужны ваши деньги. Я сделаю это фисабилилля. Сделаю это ради довольства Аллаха. От вас мне нужна рабочая сила. Мне понадобится ваша помощь в этом деле. Вы поможете мне физической силой». И Зулькарнайн сказал: «Принесите мне железные листы или куски железа. Зубра — это железные самородки. Дайте мне железо». Он положил его между двумя горами, соорудив нечто вроде преграды из железа, которое сначала было холодным. Он сказал: «Дуйте», и мехи стали раздувать огонь. Под кусками железа был разведен огромный костер. Огонь был настолько горячим, что все железо расплавилось и образовало единое целое. Для этого и нужна была Зулькарнайну помощь этих людей. Аллаху ведомо, как им удалось развести такой огромный костер. Аллах знает, что они сделали. Зулькарнайн владел технологиями, чтобы закрыть этот колоссальный проем между гор. И очевидно, что Яджудж и Маджудж оказались в ловушке, в местности, откуда им было не выбраться. И Аллах говорит в Коране: «Они не могут ни перебраться через эту стену, ни пролезть под ней». Именно так звучит перевод. Итак, смысл в следующем. Аллах рассказывает нам, что Зулькарнайн построил стену, преграду, дамбу, настолько крепкую, настолько непроницаемую, ничто не могло ее преодолеть. Ничто и никогда не могло сломать ее. Ни климат, ни люди, ни оружие, ничего. Никто не мог пробить ее, никто не мог ее преодолеть. Эта стена была сверхкрепкой и непроницаемой. И когда Зулькарнайн взглянул на людей, те стояли застывшие в удивлении. Какая мощная стена! И Зулькарнайн сказал им: «Все это по милости моего Господа». Вся эта милость от Господа. И, как говорит один ученый-муфассир, Зулькарнайн совершил саджда, земной поклон, благодаря Аллаха, что смог это сделать. Зулькарнайн, осознав зло, которое несут Яджудж и Маджудж, возблагодарил Аллаха, что тот оградил их. Потом он сказал: «Когда обещание Аллаха исполнится», ученые говорят здесь о судном дне и признаках судного дня, «тогда Аллах, субхану ва тааля, заставит эту массивную преграду, которая не подвластна людям, Аллах, субхану ва тааля, заставит этот барьер рухнуть и рассыпаться. Стена сравняется с землей». И обещание Аллаха истина, это произойдет. Что он здесь говорит? Он говорит, что Яджудж и Маджудж будут отгорожены от мира до определенного времени, которое наступит. И только с позволения Аллаха эта стена падет. Когда это произойдет, Яджудж и Маджудж выйдут наружу.
И лишь Аллаху известно, добирался ли кто-нибудь до того места. Но если вы хотите знать, где это, в одном тафсире, который я читал, указано, и, конечно, Аллах знает лучше, что это место ближе к верхней части земного шара, в направлении Северного полюса, далеко на севере, ближе к Северному полюсу. И Аллаху, субхану ва тааля, ведомо, где точно они находятся. И Аллах сказал: «Мы покинули их», имеется в виду Яджудж и Маджудж. То есть Аллах говорит, что их там огромное количество, и они карабкаются вверх, как волна набегает на волну, и Яджудж и Маджудж кишат и лезут друг на друга. Яджудж и Маджудж упоминаются в Коране всего дважды, и это был первый из них. А в другом месте Аллах, субхану ва тааля, говорит об их происхождении, откуда Яджудж и Маджудж, что у них за история. Зулькарнайн огородил их, захлопнул ловушку. И Аллах говорит: «Мы оставили их в этой ловушке». И они там в таком большом количестве, как осы или пчелы, как жуки, которые копошатся и лезут друг на друга, но они изолированы от человечества. До тех пор, и это закон Аллаха, до тех пор, пока мы не освободим Яджудж и Маджудж. Мы откроем двери для Яджудж и Маджудж, и они начнут спускаться с каждой горы, и они будут везде, как осы, как пчелы, как муравьи. Это и есть два упоминания Яджудж и Маджудж, имеющихся в Коране. Продолжение истории Яджудж и Маджудж смотрите в следующую пятницу на канале Мир Радио Инфо. Иншаллах.